Начался дождь и затянуло небо. Я тоже перестал уже свистеть, бесполезно уже. Вообще рябчик не подходит. Уже сколько сегодня свистел на свист практически. Ну, один только так. Не хотят. Или погода им тоже не нравится, или еще что-то. Короче, без свиста буду тупо идти. И они все равно как-то, когда ты просто идешь по тайге спокойным шагом, они взлетают и не улетают далеко. Ну, они просто думают, что ты какой-то зверь или же животное. Они взлетают и садятся рядом. Сколько валежников, сколько там преград этих. Вот так вот. А так интересно, в принципе. Ходишь, ищешь. Стараешься перехитрить их. Когда как получается. Непонятно, где идти. Конечно, неожиданно увидеть сейчас 17 октября. Вот так. Но они есть еще. Тоже тут взлетели. Ну, примерно вот тут, наверное, они сидели. Две кряквы. Жирные, хорошие. Крупные, большие. Мощные. Не собираются, не спешат улетать. Я вот прохожу вот бурелом. Ну, каждым годом все оседает. Он вообще высокий был. Он целая делянка. Просто ветром завалило. Десятки кубов тут лежит. Площадка такая вот. Прям такой бурелом. Такой мощный ветер был. Скорее бы это сейчас гнило. Ходить. О, бля. Скользко, неприятно тут. О, блядь. Упал. Фу. Хоть немножко дождь прекратился. Такой ливень начинался, блин. Нехороший. Вот, смотрите. Видите? Какая огромная площадь. Все ветром разом сломало деревья. Страшно подумать, блин. Что было тут. Но лучше не попадать в эту ситуацию. Куда бы наступить, чтобы не бахнуться, блин. Сколько сыра. Фу-фу-фу. Фу. Тут пилой надо пройтись, спилить все. Ну тут тоже раз в год прохожу. В принципе, даже пилить тут целый день придется, если этим заниматься. Как и деревья. Вот так вот. Немножко поснимаю, как я брожу тут, по каким местам, как дается этот рябчик. Для некоторых, думаю, это полезно узнать. Это не то, что ты вышел, стрельнул. А нет. Это целый день в поисках. В сырости бываешь. В голоде, в холоде, так скажем. Или наоборот, жарко. Где они, эти рябчики? Надо найти. Точно выстрелить. И, может быть,
повезет. Может и нет. Ух. Степь да степь широкая. Где же ты, степь? Надоело мне это, блядь. Стена леса. Столько подсадано. У нас здесь луга раньше были тоже. Лосишка тут бодался. Прошлогодний. Вот. Такс. Хреново. Хреново то, что дождь идет. А так. Хорошо, я от этого получаю удовольствие. От похода такого. От поисков. Просто идешь, надеешься, ждешь. Это же интересно. Это очень интересно. Смотрите, тут тоже все перевалено ветром. Я в сторону от реки ушел. Тут озеро. Но надо обойти. Лучше круг сделаю, чем, блин, там вообще непроходимо. Вон рябчик прямо вот тут. Возле избы взлетел. А так никого больше я не видел. Туланчик охраняет избу. Наконец-то мы дошли. Усталые, довольные. Немножко расцвело хоть. Но будь здоров, я весь сырой. Тла. Сейчас я отпущу тебя. Все, это больше на рябчика в одиночку я не пойду. Андрей. Он гуляет. Больше в одиночку я не пойду, и его на цепь уже сажать не стану. Пусть гуляет. Завтра на глухаря пойдем. Очередной поход на глухаря будет завтра, да. Тебе нормальную новую кашу. Каша уха тебя ждет. Вчера сварил из окуней. Окунь, перловка. Забодяжил. Вот. Все. Сейчас загорится момент. Все отсырело. Штаны насквозь сырые. Короче, отдыхаю, ребят, я. Все. Сегодня с ружьем уже никуда не пойду. Настрелялся, нагулялся я. Достаточно. Доем этого окуня. У него кушок есть еще. Всем советую вот такую барбариску. Вот, не раз в своих фильмах показываю. Всегда с собой носите в кармане. Именно в тайге. Когда идете пешком. И когда барбарис во рту, он как бы удаляет жажду и немножко дает чил и сладость. Вот так. Я сейчас напьюсь чаю и буду собирать сети. У меня здесь на озере 2 штуки, их уберу. Хватит. Щука не попадает. Мелочь этот окунь, который попадает, не хочу ловить. Ребят, 4 часа 27 минут. Готовлю ужин. Сейчас на улице. Ну, начало холодать.
Всего только 3 градуса плюс. И становится безоблачным. Наверное, погода меняется. Так. Жарю картошку. Блин, домой позвонил. А погоду забыл спросить. Еще раз позвонить. Сейчас. За этот месяц, когда... там остатки на балансе были. Потом 100 рублей жена скинула. Смотрю, у меня 27 рублей только осталось. Наверное, за что-то опять это удерживает. В личный кабинет надо зайти. Вот погоду я забыл спросить. Захотелось жареной картошки. Просто жареной картошки. Тут у меня остатки тушенки, морковь, лук. Это снизу все. Пусть там поджаристый станет, а сверху картошка. Буду есть вот с таким салатом. Закусочка. Поверьте, очень вкусный. И, между прочим, попробуйте. Хороший суп из него получается. Я как-то показывал видео. Вот такую банку дядя Ваня. Закусочка называется. Это здесь больше перца есть, больше моркови. Несколько видов там их. Я люблю, где больше перца. И это полбанки на, скажем, на 3 литра кастрюли, когда суп варите, вот это полбанки, достаточно туда тушенка, картошка, всю ерунду и еще вот это полбанки. Попробуйте, вкусно получится. Тут капуста и всяко разные овощи. Вот. Все, на сегодня нагулялся. Поужинаю и отдыхать. Между прочим, эта мышеловка уже второго мыша поймала. За сезон уже 3 мыша. Нормально. Раньше меньше было. В эти года. Мышки откуда-то пришли. Сегодня, наверное, заморозки будут ночью. Хорошо. Завтра за видеокамерой, за, как сказать, фотоловушкой сходим. 2 раза я ходил туда уже. Ставил фотоловушку, потом сходили, смотрели, ездили на лодке. Завтра пешком пойду. Далековато, конечно, но пройдемся вдоль реки и по сосновому бору будем возвращаться. Это обязательно так и сделаем завтра. Потому что уже все. Время уже такое, что осень. Не знаю, что может погода выкинуть. Вроде тепло, и была осень, когда, знаете, тоже даже никакого подозрения не было, что вот что-то случится, как перемена погоды какая-то будет. За ночь выпало, я не помню уже какое число было, это в октябре. Это я всегда в октябре охочусь. И по колено, верьте, не верьте, по колено снега. Мама, не горюй. Вот это да. Вот тогда, это тот год, когда я через лед домой приехал.
Там морозы ударили. На реке там вообще этот снег, этот под лодку это замерзает под лодкой. Вообще, как я добирался? Пипец. Морковь, наверное, потом. Один еще. Последний тоже, да. Наверное, не буду ложить. Так что, думаю, скоро уже наша охота. Ну, будем заканчивать, так скажем. Ну, вот такой вечерок. Видели как? Безоблачно такая. Но ветер, да, ветер еще гудит. Деревья вон даже вот здесь, в глубине тайги. Скажем, если возле болота, там вообще штормит. Бездельника еще так я на цепь посадил. Потому что да, все время под ногами. Ругай, не ругай. Благодать. Печка дымит. Лес шумит. Тишина. И, между прочим, сегодня очень много стаи птиц я видел. Уже думаю, уже они чувствуют, уже думаю, уже начнется вот этот заморозки, хорошие заморозки. И они уже все сматывают удочки, улетают. Это последние птицы, вот, которые поздней осенью уже улетают потом в теплые края. Вот так вот. Слышите, как гудит? Шатаются деревья-то, шатаются. Ох, как шатаются. Опасные деревья вот эти. Если на избу свалится, скажем, эта сосна, пипец, все сломает. Ой, бля. Да, тут у меня чайник. Я лучше в избу занесу, там быстрее закипит. Заварил свежий чай. Свежий чай заварил, будем пить. А, там уже закипает тоже. Такие угольки. Больше добавлять не стану. Ну, зашумело. Кирпичи остатки так и гниют тут. Ну, как гниют. Они хрупкими становятся. Но и они негодные. Мне они, в принципе, не нужны. А дело-то вообще... Вот сейчас вот посмотришь, вот это считаешь уже негодным. А когда строился, блин, возил вот на лодках. Бурана не было, ничего не было у меня. На большой лодке, на железной большой лодке перевозил я вот стройматериалы, все эти кирпичи, вот доски, все это на лодке до сюда по большой воде. С товарищем, с другом, с одноклассником, который мне помог. Когда у меня подвел мотор, он на своем моторе вот тоже помог мне. Все есть воспоминания. Вот так. А сейчас я считаю они негодными. Хотя в свое время все было годным. И после этого уже, когда я буран купил, я вспомнил. Я на буране еще целый прицеп привозил кирпичей. Ну, разбирал печку, там ремонтировал. А потом... Хорошо, что я сейчас очередной раз говорю, что поставил железную печку вообще. Нисколечко, ни грамма не жалею вообще. Дымит, вон он работает. Тепло дает. Все закипело. Пошла жара.
свежий чай будем пить. Ух, горячо-то как. Ё-моё. Еще рюкзак мне надо сшить. А, там, блядь, порвалась вообще. Уже брезент этот, Сидар, рюкзак Сидар. Он все, брезент такая штука, придет время, и он, ну, начинает, ну, на лепестки рваться вообще. Хороший, крепкий рюкзак, но брезент, он брезент так и есть. Он свое отслужил. Не знаю, где-то продают, нет, рюкзак Сидар. Темная ночь, только пули свистят по степи. Та-на-на-на-на. Ух, Ташкент. Ё-моё, Ташкентище. Ну что, зрители моего канала, будем ужинать. Время 25 минут, ну 17:26. Поиграл в балду. Очень интересная игра. Подбираешь слова. Можно одному играть, можно вдвоем. Можно онлайн. Вот. На ужин у нас картошка, лук, остатки тушенки, как и говорил. Ну, думаю, очень вкусно. Очень даже. И, конечно же, салат. И с этим салатом буду ужинать. Давайте одну фишку я сейчас покажу вам, которую мне Денис показал. Вот банка не открытая, она еще в вакууме. Многие не могут открывать. Жены обычные, женщины, девушки. Всегда проблемы. Давай, помоги мне открыть эту банку. Открыть это очень просто. Это мне показал Денис, мой старший сын. Берете банку, вот, и руками так. Слышали? Звук такой, пшик. Все, банка открывается. Фокус, действительно фокус. Бывает там усилия надо открыть. А именно вот зажимаете крышку, вот так, и какой-то фокус получается. Это не я сам, это не мною придумано, это Денис, мне сын, показал. Так, ну что тут? Жирная, конечно. Но вкусная. Очень много перца тут. Обожаю. Ну, примерно так и буду ужинать. Что еще сказать? Немножко показал охоту на рябчика сегодняшнюю. Были промахи, были попадания, были подранки. Все как было, показал. Это настоящая охота. Когда дичь уходит, ищешь. Бывает находишь, бывает... Ну, первое, конечно же, первый рябчик это насквозь куда-то улетел, да, и там
нереально найти. Когда последний или предпоследний рябчик в упор 20 метров от меня хотел я сфотографировать, как-то в яму он нырнул, и все, я потерял его. Нашел уже за 20 метров. Там такая яма, ну, подъем-спуск, спуск-подъем. Потом идет дальше, ровно, как бы, ровность. И опять яма. И оказывается, он уже там. Я не знаю, как туда он... Ну, видимо, перелетел. Первый подранок, сколько там... Но хорошо я сориентировался. И, ну, просто тупо попал я на него. А так мог бы и потерять. Так что, когда твоя птица, ты находишь. Если нет, так бесполезно искать. Хоть там с размером слона не найдешь. Нет. Все, я ужинаю и отдыхаю, что еще. Посмотрим, что завтра будет. Завтра уже охота с собакой будет. Завтра сходим с собакой вместе. Вот. Ладно, ребят. Встретимся завтра. Я сейчас буду ужинать. Нормально поем.